Художник в театре – это в первую очередь сценограф, организатор пространства сцены. Он создает внешний облик спектакля, заведует созданием декораций, оформлением сцены, и в то же время театральный художник – это широкое понятие профессии. Так, сценография – неотъемлемая часть спектакля, часть ее образной выразительности. Ни в коем случае нельзя рассматривать как вторичное это искусство по отношению к театру. Без интересного сценографического решения и командной работы не бывает интересного спектакля, считает художник-оформитель театра Александр Шаушадзе, за плечами которого много лет плодотворной работы в художественно-производственном цеху. Совсем недавно он возглавил этот цех, а сегодня делится с нами своими секретами в нужной профессии. Как известно, в театре работает целая команда энтузиастов, мастеров, талантов в самых разных профессиях этого искусства. И именно любовь к театральному искусству объединяет самых разных мастеров, разных мастей, таких как художников, декораторов, костюмеров. Но сегодня мы вас познакомим с удивительным человеком, со скромной душой и при этом очень богатым внутренним миром, талантливым Александром Шаушадзе. Здравствуйте. 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 Вы много лет работаете в театре, не первый год вас знаем, и по вашим работам. И сегодня мы хотим открыть эту завесу, чтобы зритель узнал не только режиссера-постановщика над действием, кто работает, и как актеров, но и людей, которые ставят сцену. Пожалуйста, вот вы как художник, как познакомились с театром и как вы пришли впервые в театр, расскажите нам. Ну, я в театр пришел, я вообще не хотел даже приходить, никогда, даже не любил театр. Так вышло, что случайно как-то вот... После учебы, да? Да, после учебы я закончил художественное училище имени Туганова. И был, наверное, выбор какой-то, да? Да, это было в 1998 году. И выбора не было тогда, потому что надо было работать. И мне мне предложили вот там, где есть оформитель, штат оформителя, художника в театре. И пришел, и после этого я здесь остался, вот работаю. Потом и полюбил театр, как говорится. Именно художник по театру, это что предполагает? Это же немножко другая специфика. Ну да, конечно. Когда я пришел сюда работать, в театр, то я, конечно, у меня это новшество было. Именно это совсем другое искусство, совсем другое. Потому что рисовать, это писать картины, это одно, а декорация, это уже совсем другое. И, с годами практика была, и вот работаем. Вот. Мы, я никогда не въехал куда-то, вот, чтобы практиковаться, там что-то, так просто вот. Сами над собой. Да. Где-то около 25 лет уже можно чему-то научиться. За 25 лет работы в театре, конечно, очень много изменилось уже. Вы в новом здании работаете. Это совершенно новые возможности и технические, и художественно-постановочные. Скажите, пожалуйста, вот если перечислить ваши работы, где вы принимали участие, какие вам удались и какие вот как-то стали более интересными как художнику? Первая работа тогда, вот когда я пришел в 1998 году, то у нас там какой-то спектакль был, я сейчас вспомню, вот, в Cinema я Чинджитан. Естественно, мне сложно было, сложновато все. Вот. И вот
наш прекрасный художник вот, Рудольф Беглаев, тоже сейчас в данный момент работает в театре. Вот. То есть вы не одни? Ну да, он был моим учителем в этом училище. И он где-то тогда, в данный момент тоже здесь, тогда работал он здесь. И, естественно, помогал мне. Я сразу же не понимал тогда, молодой был. Вот. Он как-то объяснил мне, я постепенно уже вот из этого спектакля начали мы уже работать. Даже не помню, сколько мы спектаклей после этого. А самое интересное, какая была работа, на ваш взгляд? Самое интересное была, вообще-то все интересные, как он в своем роде, потому что разные спектакли, разные вот. Я даже не скажу, какой мне интересный был. Все были интересны. Главный художник театра Мадина Снапова дает вам эскиз, вы, наверное, его обсуждаете, да. И уже воплощаете, да? Вот как начинается ваша работа сейчас, сегодня, и кто у вас работает? Я чуть-чуть прошлое опять затронем, да, потому что тогда, конечно, было тяжелее работать. Старый театр все-таки, но он все-таки родной был тогда, да. Хороший театр был. Ну, старый был. Вот. И воды не было у нас, мы в ведрах там разбавляли, вот сразу руки тоже там мыли. Вот. И очень холодно тогда было зимой, не отапливалось. Мы даже в холоде работали там. Где-то печка в углу была, мы там грелись, потом выходили. Даже вода мерзла там у нас в ведрах. Работали тогда, что делать. И, конечно, нас было меньше, чем сейчас. Мы в одно время один художник был, и бутафор тоже один был. Вот, у нас разные цеха. Да. Совмещаем вместе, друг друга совмещаем, потому что надо. И у них главное, это и важная работа и у нас для театра. Но сейчас, конечно, легче. Я даже было время, что я и бутафором работал, и художником совмещал, да. Вот. Потом как-то вот ходили даже, когда театр, увы, сгорел, наш театр, то мы скитались, то Совпрофи, до этого в этом были гостиницы, там работали. Совпрофи тоже, у нас возможности не было там тоже работать. А здесь, конечно. Да, мы там, где вот в коридоре рисовали, масштабные, есть масштабные декорации, да, есть задники были, мы их так называем, потому что фон спектакля, вот это называется задник по театральному. И я вот там рисовал вот эти. А вот самые большие постановки. И когда еще и спектакли показывали. Когда люди приходили, я его сворачивал, а когда выходили обратно, да. Вот так мы. Здесь, конечно, нам уже возможностей больше. Но тоже не соответствует чуть-чуть по нашим меркам, да, потому что очень большие работы там не помещаются в нашем. А вот самая большая работа «Геноцид», что вы о ней скажете? Геноцид, наверное, хорошая. Вы работали тоже же там? Да, мы там. В чем была сложность вот этой работы? Сложность была в том, что мы вот эту конструкцию там, что было, мы красили его целиком вот этими аэрозольными красками, даже прямо вот на сцене. А
это прекрасно, что вы имеете возможность совмещать еще в своей жизни преподавательскую работу. То есть вы преподаете изобразительное искусство в Нарвской средней школе. И скажите, пожалуйста, что это дает тем же детям, раскрывает их воображение? Есть у вас какие-то в этом плане тоже шаги? Может быть, они выставляются где-то? Мы, конечно, стараемся, чтобы они узнали больше о изобразительном искусстве, потому что очень интересно, это для меня, допустим, интересно. Когда я был тоже ребенком в школе, то для меня интересно было это все. Но там есть такие там ребята, которым очень интересно рисовать. Я не скажу про всех, потому что там в школе кто-то не хочет работать, кто-то не хочет рисовать. Ну, там тоже, мы заставляем, конечно, чтобы... Наверное, не у каждого ребенка. Таланты, да. Не у каждого талант, конечно. Но талант надо развивать. Есть такие художники, которые не были талантливы, но они трудились и стали известными художниками. Я им объясняю тоже про это, но некоторые понимают, некоторые не очень. Художественный вкус, профессиональные знания, виртуозная реализация – вот чем должен обладать театральный художник. Индивидуальность – важнейшая составляющая профессии. Александр обладает всеми этими качествами, несмотря на то, что он рано осиротел, потерял родителей, когда началась война в 90-х годах прошлого столетия, разбила привычный ритм этой семьи. Но Алик не сдался. Он продолжил учебу в художественном училище имени Туганова, устроился параллельно на работу в театре и занялся преподаванием в школах. Спокойный, почти нордический нрав художника располагает и друзей, и коллег по цеху. Алик был очень хорошим студентом. Отличником не скажу, но и рисунок, и живопись, и композиция у него были на хорошем уровне. Да. Один из лучших был в группе, а в группе у них были сильные ребята, девчонки были сильные. Он очень спокойный, он умеет слушать, это очень важно. И вот я пришел, вернулся опять в театр, да, я у него консультируюсь. Алик, как мне это лучше сделать, как это так. Несмотря на то, что и опыт есть все, но он уже мастер большой. В работу необходимо привносить также любовь, вкладывать душу, и это не пустые слова. Надо мной, например, многие смеются, когда я прихожу за кулисы и расправляю на декорациях листочки деревьев. Надо знать и любить театральное дело, полюбить ту работу, которую делаешь, и понять ее. Необходимо уметь говорить с режиссером на одном языке, погружаться в его замысел. И с каждым представителем нашего большого дружного коллектива. Если не будет этой гармонии, работа не получится. Таким девизом руководствуется в своей жизни и герой нашей передачи. Вот такой у нас разносторонний Александр Шаушадзе, который много лет уже заведует цехом, куда входят бутафоры, художники, декораторы театра. И он справляется со своей работой и также горячо любит театр, как пришел в него в первый раз в 1998 году. И с каждым спектаклем, я думаю, что вы будете нас удивлять и влюблять в Стараемся. театральное искусство. Вам пожелаем удачи и хороших постановок. Спасибо большое.